Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы в рубрике «Полезные советы» поговорим с вами об одном из неприятных ситуаций, в которых может оказаться любой человек. Это нападение собак. В сегодняшней передаче я вам расскажу, как защититься от собак, описанных в общедоступной литературе, и расскажу дополнительно еще, как рекомендуют защититься от собак инструкторы спецназа, обучая своих воинов самозащите. Но первое общее правило заключается в том, что собаке надо относиться как к животному, а не как к человеку. Нельзя ему приписывать человеческие качества. Например, если вы улыбаетесь ему, собака воспринимает это как агрессию, потому что на собачьем языке улыбаться — это значит показывать зубы, демонстрировать свою силу. Если вы ненароком наступите на охраняемую ею территорию, опять же она может проявить агрессивность. Например, собака идет с хозяином, вы его начинаете со своей точки зрения дружески похлопывать по плечу. Собака это может воспринять как нападение. Поэтому, когда вы встречаете собаку с хозяином или без него, нужно быть предельно осторожными и не давать ей повода для агрессии. Для этого нужно держаться на дистанции, если, тем более, если собака одна, без намордника, никто ее не сопровождает. Нельзя подходить к ней слишком близко, нельзя ее гладить, чужую собаку, нельзя дотрагиваться до нее или до ее миски, когда она кушает. Это она может воспринять как ваше желание отобрать у нее еду. И когда мы слышим же часто, что собаки нападают даже на своих домочадцев, скажем, на детей хозяина, на его супругу. О чем это говорит? Дело в том, что собаки по природе своей, они раньше были дикими животными, жили стаями, а стаи руководствуются принципом старшинства, верховенства. Есть один вожак, и там уже строго по иерархии идет следующие собаки в меру их сил и возможностей. То же самое, когда собака слушается только хозяина, он уже начинает считать, что в этой стае, в этом дом семью считает уже стаей, он думает, что первый вожак – это хозяин, а вслед за ним идет собака. И он больше никого не признает, может поэтому на них лаять, может даже покусать. Что в этих случаях советуют кинологи? В этих случаях нужно взять собаку, если вы, скажем, привели новую собаку в дом, или наоборот, кто-то из ваших родственников, детей вернулся и впервые встретился с собакой. В этих случаях надо взять собаку за поводок, подвести его к этому человеку и заставить собаку выполнять команды этого человека. Пускай ваш гость, сын, родственник, скомандует собаке несколько приказов, встать, сесть, ползти, подай голос. Пускай собака это выполнит. И после этого у него в мозгу, у собаки, закрепится сознание того, что этот человек, новый человек,
выше нее стоит по иерархии. После хозяина он уже стоит, этот человек, и они для него хозяева. И после этого он уже не будет на этого человека ни при каких обстоятельствах нападать. Вот это запомните. Обязательно при появлении нового человека, нового члена семьи, обязательно нужно заставить собаку почувствовать себя ниже этого человека, чтобы он в дальнейшем не пытался напасть на него. Даже бывает же вот случаи, описываемые в средствах массовой информации, что человек оставляет своего гостя наедине с собаками, а потом собаки бросаются на них, кусают, а иногда и убивают. Чего это происходит? Ну, из-за того, что вот эти элементарные правила не выполняют. Если бы хозяин сразу бы заставил бы этих собак почувствовать, что этот стоящий перед ними человек выше них, они бы уже никогда бы не посмели бы не то что напасть, но даже, как говорится, облаять его. Поэтому в обязательном порядке в целях страховки кинологи советуют провести такую профилактическую работу. Далее, что нужно делать, если, несмотря на все ваши усилия, вы оказались на пути собаки или еще хуже стаи собак? Ну, во-первых, чтобы избежать таких неприятных последствий, вам нужно стараться избегать темных улочек, пустырей, площадок возле мусорных баков. В основном вот в таких местах и обитают собаки. Старайтесь обходить эти места стороной, чтобы ненароком не оказаться на пути собак. Ну а если собака оказалась на вашем пути, то ни в коем случае не пытайтесь бежать от него, потому что вы все равно не убежите от собак. Собака бегает гораздо быстрее человека, это раз. И во-вторых, этим вы просто пробудите в собаке инстинкт охотника. Он побежит, любой охотник побежит за жертвой. Поэтому, если вдруг попала собака, то попытайтесь отойти назад, и чтобы за вами была стенка, стена или дерево, или какое-нибудь здание. И что это нужно делать для того, чтобы собаки не смогли вас окружить. Запомните, что в таких случаях всегда первым нападает вожак стаи. И если вы сумеете с ним поладить, то остальные собаки уже сами разбегутся. Поэтому, когда собака начинает на вас нападать или пытается напасть, сделайте вид, что поднимаете с земли что-то и замахнитесь на нее. Это испугает собак, и она может отскочить. Ну а если вам попалась в руки камень или палка какая-нибудь, то тоже бросьте их в сторону собак, но не пытайтесь попасть, потому что если попадете, то это может только их разозлить. Просто откиньте их в сторону, чтобы отпугнуть. И вы при этом зовите на помощь людей других. Как правило, маленькие собачки пытаются укусить человека за ногу. Среднего роста собаки пытаются зацепиться за живот. А крупные собаки сразу делают попытку прыгнуть человеку на шею, свалить его. Прыгнуть на грудь или на спину, чтобы свалить его там и скусать. Но в последнее время бывает, что в стае собак насмерть огрызают людей. Ну, бывает редкий случай, но бывает так, что они и людоедством занимаются. Поэтому, когда атака собаки неизбежна, в этом случае попытайтесь обмотать руку чем-нибудь толстым, там, скажем, пиджаком, шарфом, и выставьте вперед
руку, чтобы собака вцепилась в вашу руку, и потом вы могли бы совладать с ним. Что, значит, в этих случаях рекомендуют при нападении собак? Рекомендуют инструкторы, обучающие бойцов спецназа. Во-первых, они учат их тому, чтобы первым напасть на собаку. Потому что когда собака подбегает или стоит рядом, готовится к прыжку, она находится посредственно близости от вас. Вот нужно улучшить момент и ударить изо всех сил ногой в горло собаки. Вот здесь у нее вот эти косточки очень тонкие. Если хорошенько попасть, то собака может получить сильную рану. И даже, может, если кости будут перебиты, она может погибнуть. Поэтому, когда она собирается прыгнуть, выберите момент и ударьте собаку носком обуви в горло. Ну а если этот прием не удался, то тогда выставьте руку вперед, чтобы собака вцепилась в вашу руку. И тогда нужно собаку бить по верхней челюсти. Потому что если вы по голове будете бить по туловищу или по другим частям тела, собака может не почувствовать боли и продолжить атаку. А так у собаки самая нежная часть тела – это верхняя челюсть. Она очень у нее тонкая. И если вы как следует ударите кулаком несколько раз по челюсти, то можете сломать собаке челюсть. Ну а со сломанной челюстью собака уже не сможет вас укусить и не сможет представлять для вас опасности, и уже с лаем убежит. Ну а если когда вожак убегает, то остальные собаки тоже наверняка бегут с ней. Это что касается того момента, когда собака напала именно на вас. Ну а что делать, если собака напала на другого человека и, скажем, вцепилась мертвой хваткой в свою жертву? Особенно это характерно для бульдогов, мастифов, вот этих собак с массивными челюстями. Их очень трудно бывает оттащить от жертвы. В этих случаях, значит, нужно действовать так. Если это собака кобель, то нужно подойти сзади, ударить ее по паху. Собака почувствует сильную боль, уже поневоле отпустит свою жертву. Ну а если это сучка, то тогда надо не пытаться тащить собаку там за шею, за ухо или за туловище. Тут бесполезно. Собака мертвой хваткой вцепится в жертву, не отпустит свои, не разомкнет свои челюсти. Поэтому в этих случаях кинологи рекомендуют схватить собаку за задние ноги. За две задние ноги возьмите и потяните ее на себя вверх. Потеряв равновесие, собака уже поневоле вынуждена будет отпустить свою жертву. И тем самым вы спасете пострадавшего человека. Ну, вот это, как говорится, основные базовые правила защиты от собак. Ну, сейчас можно дополнительно сказать, что сейчас в настоящее время выпускается много средств для защиты от собак, различных приспособлений, фонарики, шокеры, газовые баллончики. Но надо иметь в виду, что не всякие газовые баллончики пригодятся против собак, потому что многие газы, вредные для человека, не действуют на собак. Поэтому, когда вы будете выбирать газовые баллончики,
то обязательно там посмотрите, чтобы на них была маркировка для борьбы с животными. И тогда вы наверняка сможете отбиться от этих животных. Ну, конечно, лучше всего, если вы не будете попадать в такие ситуации. Ну, а для этого попытайтесь беречь себя и не сталкиваться с этими животными. На этом я заканчиваю свою передачу. До свидания. До новых встреч.